Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып ұлттық бас киімдер. Национальные головные уборы. Жаңа сөздер: сәукеле, тақия, кимешек, тымақ. Сөздік дәптерлеріне жазыңдар. Жазып қойыңдар, балалар. Енді осы жаңа сөздерді талдайық. Давайте дадим пояснение данным новым словам. Сәукеле — свадебный головной убор невесты в виде конуса. Мы все видели, да, это на праздниках национальных показываем. Тақия — тюбетейка. Кимешек — национальный казахский женский головной убор. Женские носят его бабушки в основном, да, взрослые женщины. Тымақ — шапка с высоким верхом. Малахай, да, посмотрите, он похож на... Зимой он очень полезен, закрывает уши, шею и не дает продувать. Тымақ — очень священный головной убор. Его не передаривают, не дают. Его сохраняют в семье и по наследству передают. Ребята, давайте теперь посмотрим на 47-й странице бірінші тапсырма. Тыңдайық, послушаем. Санамақ. Санамақ. Нам знакомое слово. Таныс, знакомо. Санамақ бұл не, балалар? Дұрыс, считалочка. Мы с вами на прошлом уроке проходили, что это национальная игра. Ұлттық ойын, санамақ. Санамақтағы қазақтың ұлттық бас киімдерін ата. Посмотрите, многие могут запутаться, перевести это слово как дедушка. Но неверно. Ата, если стоит в конце предложения, то это слово переводится назови. Назови национальные головные уборы данной считалочки. Санамақтағы. Бір дегенім бөрік. Екі дегенім етік. Үш дегенім үкі. Төрт дегенім тымақ. Бес дегенім байпақ. Ребята, вы, наверное, сейчас скажете, да? Причем тут носочки? Не просто носочки, а вязаные шерстяные носочки. Раньше их вязали из шерсти, из верблюжьей шерсти, из овчины вязали вот это. И он зимой носили. Обратите внимание на үш. Үш дегенім үкі. Посмотрите, на этом головном уборе есть перья, совиные перья. Для чего они нужны? Дұрыс, правильно, от сглаза, да? Их носили на шапочках, особенно на женских шапочках, на домбре, чтобы не сглазили. Ребята, прочитайте стихотворение, то есть санамақ, считалочку, да? И запомните название национальных одежд. Оқиық, давайте прочитаем. 47-ші бет, 3-ші тапсырма, 3-е задание. Работа с текстом. Қазақ дәстүрінде бас киім екі түрге бөлінген. Ребята, екі түр на два вида бөлінген, разделены. Ер адамның бас киімі. Головной убор мужской, ер адамның. Это тақия и тымақ. Посмотрите, ребята. Тақия. Что такое тақия? Тақия – жеңіл бас киім. Это легкий головной убор. Тымақ. Тымақ – жылы бас киім. Теплый головной убор. Обратите внимание, что здесь два рисунка. Это бөрік мужской и женский. Чем они отличаются? Да, үкі с совиными перьями. Это тоже жылы
баскием. Теплый головной убор. Можно сказать, демисезонный головной убор. Келесі. Әйел адамдардың бас киімі. Головной убор. Әйел адам. Женский. Женский головной убор. Кимешек. Посмотрите, мы уже знаем это. Кимешек. Жұқа ақ матадан тігіледі. Шьется из тонкого белого материала. Сәукеле. Сәукелені ұзатылған қыздар киген. Сәукеле надевали невесты. Ұзатылған қыз переводится невеста. Оны әшекейлеу үшін қымбат бағалы тастар қолданған. Для украшения әшекейлеу үшін переводится для украшения. Қымбат, дорогие, бағалы, ценные тастар, камни, да, использовали. Балалар, прочитайте еще раз этот текст. Внимательно обратите, что это, как называется. Потому что в дальнейшем это вам будет нужно. Запомните, ребята, смотрите, есть те сорта, прям красные, да? Запомните, ребята. Баски миной науга. Играть с головным убором. Оны лақтыруға, бросать его, болмайды, нельзя. Деген ырым бар. Есть такое поверье. Нельзя бросать головной убор и играться с ним. Запомните и выучите. Айтайық, давайте поговорим. Суретке қара, посмотри на рисунки. Ұлттық бас киімдер туралы айтып бер. Айтып бер, расскажи. Расскажи про головные уборы. Для этого, ребята, мы должны ответить на два вопроса. Бұл не? Бұл қандай бас киім? Что это и какой это головной убор? Я поэтому вам говорила, что тексты, слова, выражения внимательно смотрите, записывайте и учите. На примере. Бұл не? Бұл қандай бас киім? Бұл сәукеле. Ол әйел адамның бас киімі. Это женский головной убор. Оны ұзатылған қыздар киген. Его надевали невесты. Жақсы балалар. Но остальные рисунки, басқа суреттерді вы сами самостоятельно должны проговорить. Келесі жазайық. Письменная работа. 47-ші бет, 4-ші тапсырма. Тірек сөздер. Вспомогательные слова, то есть опорные слова. Қымбат, дорогой, бағалы, ценный, тастар, камни, мата, ткань, ою, узор. Что вы должны сделать с этими словами? Используя их, составить описательный текст, небольшой описательный текст данного рисунка. Со словами көйлегі, ее платье, бас киімі, ее головной убор, етігі, ее сапоги и камзолы, ее камзол. Обратите внимание, ребята, что строение предложения при описании образуется вот таким образом. Сначала предмет, потом какой. Тақия өте әдемі. Тақия очень красивая. Шапан өте әсем. Чапан очень красивый. Слово әсем и әдемі – это синонимичные слова. Пример. Мысалы. Сәукеле, бағалы бас киім. В данном случае мы отвечаем, мы составляем вопрос, мы составляем предложение, которое отвечает на вопрос, что это? Сәукеле, бағалы бас киім. В данном случае здесь у нас описание бағалы стоит перед предметом. Посмотрите. Сәукеле, бағалы бас киім. Сәукеле – это ценный головной убор. А в данном предложении наоборот. Тақия өте әсем. Здесь у нас стоит подлежащее слово тақия, предмет сначала, потом только описание. Хорошо, ребята.
Давайте теперь посмотрим, какие предложения можно составить с данными словами описательными и с данными существительными. Куршақтың көйлегі сары матадан тігілген. Платье данной игрушки, куклы, шито, тігілген из желтого мата, из ткани. Молодцы. Оның бас киімі қымбат, бағалы тастардан жасалған. Я не зря говорила, обратите внимание на текст внимательно, да? Будьте внимательны, потому что, смотрите, данное предложение мы позаимствовали из нашего текста. Камзолы өте әсем, оюы бар. Это предложение мы позаимствовали из данного напоминания. Етігі өте әдемі. То же самое. Сапоги очень красивые. Вот такой у нас описательный текст получился, ребята. Учитесь на этом. В следующий раз вы должны будете сами самостоятельно составлять текст. Это просто пример. Жақсы балалар, сау болыңыздар. Сабақ аяқталды.